Сәлеметсіздер ме, құрметті курсқа жазылғандар, студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ЛЛ-ДДТТ сөз жасамдық аффикс. Сегодняшняя наша тема – словообразовательный аффикс ЛЛ-ДДТТ. Если начнем с сравнительной грамматики, сопоставительной, то в русском языке тоже существуют такого рода аффиксы, а конкретно это словообразовательный аффикс делает прилагательное из существительного. Если днем у нас солнце, мы говорим день солнечный, если ветер, мы говорим ветреный. Также в казахском языке есть словообразование, которое делает из существительного прилагательное. Но нужно учитывать то, что в русском языке различные фонетические варианты образования данного аффикса, а в казахском языке все намного проще, и данная конструкция очень активная, что позволяет повысить словарный запас ваш. То есть, если вы знаете эту конструкцию, вы можете сделать из любого существительное нужное прилагательное. Загвоздка только в том, что есть разные фонетические варианты, а на вашем уровне А2, вы уже освоили самую основную фонетику, самое элементарное, и вы знаете, что есть у каждого аффикса, у каждого суффикса и окончания есть несколько фонетических вариантов, которые соответствуют закону синхронизма. Если слово заканчивается на даус, гласный звук, то мы добавляем л, если твердое, если мягкое слово, л. Твердость и мягкое слово мы определяем по гласным. Обычно в казахском языке все гласные одного ряда твердые или мягкие. Если слово заканчивается на нд, сонорный, ян, звонкий, из них выделяются ж, з, в котором больше звука, тогда слово окончание аффикс будет д, либо д. Если слово заканчивается на катан, выходит, то соответственно т, т. Давайте теперь попрактикуем. Я буду делать небольшую паузу, вы про себя, вслух, я не знаю, как вам удобно, проговаривайте правильный аффикс. Хурмет – это почет, уважение. Если человек обладает данным качеством, то есть его все уважают, почитают, мы говорим уважаемый. Хурмет. Какой правильный вариант? Хурмет. Хурмет. Раз. Данное слово не подчиняется синхронизму, потому что происхождение арабское. Здесь есть твердое и мягкое гласное. Мы смотрим на последнее слово. Жель, ветер, ветреный. Жельде. Екетель, два языка, двуязычный. Екетель, д. Ахша, ахша, л. Денежный при деньгах. Ахшалы джигат, мысалы. Мақсат, цель, мақсат, т. В русском языке эквивалента нету, потому что нету слова цельный. Есть слово целенаправленный, здесь еще одна единица лексическая нужна. А в казахском языке достаточно добавить аффикс т. Нәтиже, результат, нәтиже, л. Результативный. Саби, младенец, саби, л. Данного эквивалента в русском языке тоже нет, потому что саби – это младенец, человек, у которого есть младенец, недавно ставший отцом или матерью, его называют саби, л. Хой көз, д. Последней с вами прошедшей теме Адам Кильбеты мы проходили различные фразеологизмы, которые описывают внешность человека. Хой көз, д – это кореглазый. Также, когда у человека красивый, ровный, прямой нос, мы говорим хар, морон, д. Это слово мягкое, с мягким гласным д. Данное слово с твердым гласом д. Прошу вас выполнить все практические задания, которые будут прикреплены к данной видеограмматике. Назарларыңызға рахмет.